есть задержанные, устанавливаются лица, причастные к данному преступлению. Громкие убийства, подозреваемые под стражей. Секретарь Совбеза доложил Юнусбеку Евкурову о ходе расследования резонансных уголовных дел. Огурцы, помидоры, мясо-молочную продукцию цены не подняли. Чем ближе Мархаш, тем выше цены. Так ли это на самом деле, вместе с сотрудниками Минэка проверял и наш корреспондент. В обязанности группы «Хаджмейси» входит подготовка гостиницы, там полностью подсчет гостиничных номеров, организация трансфера паломников. Главное путешествие в жизни мусульманина. Подготовка уже началась, комитет по хаджу принимает документы. Показали всю красоту и самобытность народа. В Италии завершились гастроли ингушской творческой делегации. Для того, чтобы перевозить продукты животного происхождения, что молочные продукты, мясную продукцию, вы должны быть зарегистрированы в Федеральной государственной информационной системе «Меркурий». Новая информационная система «Меркурий». Как это работает в ходе рейда, объясняли сотрудники Россельхознадзора. На канале Ингушетия новости 24. Добрый вечер. По факту убийства 49-летнего жителя сельского поселения Икажева Амирхана Санталиева и его супруги Заремы возбуждено уголовное дело и проводится весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности при главе Ингушетии Ахмед Зейтов на встрече с руководителем республики Юнусбеком Евкуровым. В данное время подозреваемые в совершении преступления по предварительному сговору задержаны. Они арестованы и находятся в изоляторе временного содержания. Сейчас устанавливаются лица, также причастные к данному преступлению. По данному факту возбуждено Следственным комитетом по Республике Ингушетия уголовное дело по статье 105. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий. В данное время есть задержанные, устанавливаются лица, причастные к данному преступлению. Со слов правоохранителей, буквально в ближайшее время преступление будет раскрыто. Есть над чем работать и проводятся там мероприятия. Единственная просьба к жителям Республики Ингушетии, пользуясь случаем, что те злоумышленники, те мерзавцы, которые совершили это преступление, они находятся сегодня где-то среди нас, могут прийти к нам домой кому-то, чтобы они этих людей не принимали, чтобы они им не предоставляли место для ночлега, в связи с тем, что они будут также являться соучастниками данного тяжкого преступления. Данное преступление всколыхнуло все общество в республике, тем более буквально в ночь Рамадана было совершено такое тяжкое преступление, и остались 4 несовершеннолетних детей с сиротами, без отца, без матери. Это очень тяжелая обстановка. Далее Ахмед Зейтов доложил о 2 уголовных делах по фактам убийств пожилых жителей в Сунжинском районе республики. По данным следствия, 19 мая в Сунжинскую районную больницу с огнестрельным ранением в области грудной клетки был доставлен 62-летний Корейш Тачиев, который, не приходя в сознание, скончался. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса. Проводится также комплекс оперативно-следственных мероприятий. Что тут возмущает? Возмущает то, что и соседи, и люди, которые проживали в данном населенном пункте, знали, что между данными соседями не один, не первый год назревает такой конфликт, такой скандал в результате того, что один из них содержал бойцовских каких-то пород собак, и в результате у них от времени к времени возникали такие ссоры, скандалы. Но, тем не менее, не приняли никаких мер, и конфликт дошел до того, что сегодня совершено тяжкое убийство также в месяц Рамадан. По всем этим фактам следственно-оперативные мероприятия проводятся. Министр внутренних дел также выезжал на место происшествия. Даны все поручения следственно-оперативным группам, которые проводят в дальнейшем свои плановые мероприятия. Юнусбек Евкуров отметил, что подобные ситуации должны быть под контролем участковых, глав сельских поселений и городов, пресекаться до доведения их до трагедии. Глава распорядился составить базу данных проблемных адресов и вести учет.
Жители должны этих людей сдать по закону. Да. И каждый, кто... Вот здесь надо отдельно там дать поручения и рекомендации следственным органам при опросе, когда вот тех, которые находятся в розыске, задержат, там, где они прятались, все адреса выявить. По закону наказывать тех, кто этих преступников принимает. Не только этих, вообще преступников. Мы просто над этим дальше не работаем. Преступника задержали, а дальше копать, где он спрятался, кто его прятал, нарушение закона, не хотим. Есть поработать раз. Второе, здесь дайте поручение нашим социальным службам по оформлению сиротства детям, чтобы не затягивали тоже этот вопрос. Это тоже обратите внимание. По Оздоевым и Топчиевым тоже роль и место деятельности участкового на месте. Почему он эту проблему не видел? Напишите, проведите там специальное расследование по этому факту. И роль и место главы села. Почему глава села этого Бородяка не видел? Глава района не видел? Тем более мы уже не раз говорили. На примере этого делайте базу данных проблемных адресов. Если там соседи бок о бок живут, и у них между ними какие-то проблемы возникают. Или надо их развести в разные стороны, там, или надо их помирить, но что-то же надо с ними делать. До 10 июня, к примеру, сделать эту базу данных. Давайте мы по этой базе данных, там, собирая там, глав муниципальных образований сельских поселений, поговорим, как лучше сделать так, чтобы вот эти потягушки, так называемые, детские, не превращались в вот такие преступления двойные. Ну и, конечно, все должны понимать, каждый несет ответственность за преступление, которое совершил. Никому не должно быть пощады в этом деле. Здесь надо всегда принимать сторону тех, кто пострадал. О них надо думать. Надо держать и главы администрации, и сектора безопасности на личном контроле эти вопросы. Обращать на это внимание. Ну, а вот этих товарищей, которые там убийцы этих, с учетом мнения там следствия, там, посмотрите, чтобы не было опережения, по телевизору показывают. Те, кто в розыске, крупным планом совершено преступление, преступника не нашли, показывают по телевизору. И это как раз сигнал тем, кто его спрашивает. Не ему. Не ему. Это сигнал любому, который скажет, я не знал, что он преступник. Сегодня прямо начните это следствие и вы все выставить на следствие. И показать, почему. По какой причине. Да, в соцсетях-то я понимаю, но на телевидении официально надо показывать. Люди должны верить официальным каналам, а не соцсетям. На это обратите внимание. В Магасе под председательством главы Ингушетии Юнусбека Евкурова прошло заседание Республиканской антинаркотической комиссии. Повестка дня состояла из ряда актуальных вопросов, связанных с борьбой против наркомании. В частности, на совещании говорили о реализации комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту, реабилитации и социализации наркопотребителей. Также обсудили работу антинаркотических комиссий муниципальных образований региона. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров в саду «Гигант Ингушетия» провел совещание по вопросу переноса магистрального газопровода Карабулак-Нестеровская, расположенного вдоль территории объекта. Он заслушал директора компании «Спецгаз» Бимбулата Хидриева, по словам которого специалисты полностью устранили недочеты, выявленные при переносе трубы высокого давления. Глава республики подчеркнул стратегическую важность объекта для Ингушетии, а также подверг критике всех, кто допустил срыв сроков переноса газопровода. Обращаясь к контролирующим органам, он отметил необходимость оперативного сообщения о проблемах при выполнении строительно-монтажных работ. Кроме того, Юнусбек Евкуров сказал, что в будущем при проведении подобных работ нужно тщательно проверять репутацию фирм, наличие опыта работы и соответствующую лицензию. Напомню, что протяженность газовой трубы, проходящей по территории садов, составляет 3 километра. Перенос газопровода – это ответственная задача, которая позволит в дальнейшем избежать проблем с функционированием сада. С наступлением священного месяца жители Ингушетии начинают готовиться к одному из главных праздников мусульман – Мархаш, в преддверии которого традиционно цены на большинство продуктов подскакивают вверх. Какова ситуация на местах, проверили сотрудники Министерства экономического развития региона. Итоги проверки подвели уже на совещании. Лейла Гайсанова расскажет.
Килограмм мяса, который за последний год не превысил 280 рублей, сейчас стоит столько же. А вот помидоры и огурцы постепенно дешевеют. Красные томаты, которые стоили 140 рублей, теперь можно купить за 80, 90 и 100. На рынке «Дары природы» Карабулака предприниматели завышать цены не планируют. Они хотят в этом месяце получить больше духовную выгоду, чем материальную. Бананы были по 100, по 70, яблоки. Шималом делал шилу адяхат. Массанин наоборот адахтижда, лилдежда, амалежда, бешка трудат, а сидя актиш бешка трудиться. На рынок приехали представители Министерства экономического развития Ингушетии, чтобы проверить ценовую политику. Цены скажите, мы просто запишем цены. Подойдите сюда, пожалуйста. Специалисты отмечают, здесь цены на молочную продукцию снизили аж на 50 рублей. Да и дирекция рынка дала указание не повышать стоимость товаров. Можете проверить. Смотрели, что цены у вас приемлемы. Да. Ну, желательно, знаешь, чтобы до конца продержались. Впрочем, продавцы, которые все же решили повысить цены, в конечном итоге получат разве что убыток, поскольку покупатели все чаще закупают продукты в преддверии праздника непосредственно у поставщиков. Следят за ценами и в магазинах, чтобы не потерять своих постоянных клиентов. Я всегда в этом магазине отовариваюсь. В этом магазине всегда нормальные цены. И на Мархаже я не заметил, что они цены подняли. И в прошлый раз, и в этот раз я вижу нормальные цены. Повышение цен не относится к этому магазину. Здесь всегда недорогие цены и нормальное обслуживание. Резкий скачок в стоимости на большинство продуктов пока не наблюдается, за исключением нескольких частных точек. А какой будет ценовая картина в преддверии священного праздника, станет ясно позже. Но рабочей группой планируется проводить тщательный контроль вплоть до окончания Рамадана. Есть, конечно, некоторые овощи по повышенным ценам. Мы с ними проводим беседу, чтобы цены не поднимали. На другую продукцию, это как огурцы, помидоры, мясо-молочную продукцию, цены не подняли. Поддержание цен на оптимальном уровне сегодня обсудил и министр экономического развития региона с директорами рынков и торговых рядов. Необходимо предпринять меры, чтобы не допустить повышения стоимости продуктов. Так, главой республики было дано поручение снизить в этот месяц арендную плату предпринимателям и объявить конкурс среди рынков на самые низкие цены в период месяца Рамадан. По словам министра, больше остальных в этом деле на данный момент преуспели на торговых рядах в Сунже, близ старой автостанции. Такие точки необходимо рекламировать, уверен Умалат Аршхоев, чтобы потребители знали, где можно купить продукцию подешевле. Сегодня люди не знают, что на каком-то рынке низкие цены. Они видят высокие цены и начинают везде звонить, жаловаться, писать. Для этого им надо показывать, где есть такая же продукция, такого же качества, но более по низким ценам. Как известно, беспокойство по поводу цен в преддверии Мархаж начинается только в Ингушетии, и продавцы часто ссылаются на то, что оптовики в других регионах поднимают цены, и поэтому повышение стоимости товаров здесь в основном вынужденная мера. Но эту нездоровую тенденцию необходимо менять, уверены в министерстве. Выйти на руководство продукты и посмотреть их цены. И не только продукты, я сказал. Можно и в Чечню, и посоветовать. Хорошо. Какие бы меры ни принимала Минэко, людям самим надо задуматься, нужно ли наносить такой большой урон семейному бюджету. Ведь большую часть купленных в эти праздничные дни продуктов просто выбрасывают. Тогда зачем все это? Если не будет спроса, не будет и предложения. Лейла Гайсанова, Хамзат Халухоев. Новости 24. Близится время совершения одного из 5 столпов ислама – хаджа. Уже скоро миллионы мусульман со всего мира устремятся к главным святыням Мекки и Медины. Комитет по хаджу активно ведет работу по приему документов. Напомню, в этом году для Ингушетии выделена квота на 1400 человек. Прием документов будет вестись только до 10 июня. Репортаж Заремы Евлоевой. В свои 84 года Дауд Накастоев готов начать жизнь с чистого листа. Дедушка впервые совершает хадж и надеется, что Всевышний примет его старания и очистит от всех грехов. Документы собраны, поездка оплачена, остается только пройти вакцинацию и ждать заветного дня вылета. Если одни в этом офисе смеются как дети, то в глазах других будущих хаджи блестят слезы счастья. Хаджат Мархиеву в святые места отправляет сын. Женщина такому подарку безмерно рада. Сын нет.
хотел, чтобы я туда поехала, что паломничество я сделала. Очень приятно туда, чтобы поехать, посмотреть, чтобы свое сделать. Уже 62 года, я еще не знаю, поеду или больше или не поеду. Это еще неизвестно. Поездка в святые места ингушским паломникам обойдется в $3100. Оплату необходимо производить в Россельхозбанке. В эту сумму входит перелет туда и обратно, проживание и транспортное обслуживание внутри страны. За то, чтобы у паломников были все необходимые условия для совершения такой важной поездки, отвечает коллектив комитета по хаджу, представители которого заранее отправляются в королевство Саудовская Аравия. В обязанности группы хадж-миссий входит подготовка гостиницы, там полностью подсчет гостиничных номеров, организация трансфера паломников из аэропорта в гостиницу, с гостиницы, потом дальше из Медины дальше в Мекку, а там же в Мекке Мина, Арафа, Муздалифа, ну и так далее. В этом году саудовская сторона ввела некие изменения. Чтобы пересечь границы Арабских Эмиратов, специально были введены электронные визы для паломников. Это необходимо для сокращения времени прохождения таможенной проверки. Кроме того, в целях безопасности паломников не позднее, чем за 10 дней до отправки в комитет по хаджу нужно предоставить свидетельство о вакцинации против таких смертельно опасных заболеваний, как менингит и дифтерия. Ну и самое главное – морально настроиться на нужный лад. Офис Имантура переехал и теперь находится по адресу проспект Базоркина, 57. Прием документов продлится до 10 июня. Залима Ивлоева, Михаил Тангиев, Адам Далаков. Новости 24. Марх-и-Бот – месяц щедрости и милосердия. Календарь продолжает перелистывать новые дни благословенного месяца поста. А вместе с ним и совершаются благотворительные акции. Наряду с простыми жителями республики свой посильный вклад вносят социальные и административные учреждения. Сегодня по поручению главы республики в селе Далаково организовали раздачу продуктов питания малоимущим семьям. Жаридат Халухоева с подробностями. Искренняя бескорыстная помощь ближнему никогда не останется незамеченной. Даже эти маленькие дети отлично понимают, что сегодня к ним пришли люди, которым не безразлична их судьба. Продуктов, которые привезли работники администрации Далакова, хватит на целый месяц. Сахар, рис, мука, молоко и чай. Поддержка всегда не мешает. Просто у меня слов нету. Совершать благоугодные дела, особенно в месяц Рамадан, очень важно для каждого мусульманина. И в первую очередь эта помощь необходима остро нуждающимся. Это инвалиды, пенсионеры и многодетные семьи, оставшиеся без кормильцев. В этом списке Адам Халухаев, инвалид первой группы по зрению. Он хоть и не может видеть сегодняшних гостей, но поддержку их чувствует. Он ничего не видит, значит, он одинок. Мы ему всегда помогаем. Он нуждается в материальной поддержке и помощи. В благоугодном деле может поучаствовать каждый. Для этого нужно лишь желание скрасить жизнь нуждающихся, сделать ее более комфортной и дать им почувствовать, что они не одиноки, их жизненные трудности непостоянны. Сегодня нам помог житель нашего села. Он сказал, чтобы имя его не было озвучено. Далса Долцин, Далберка Долцин. В месяц Рамадан он еще сказал, он еще обещал помочь тем, которые еще нуждаются в этом. Но у нас их много. Но я думаю, что мы постепенно часть этих людей охватим и поможем им в материальном направлении. Такую поддержку в Далакове сегодня получили 20 малоимущих семей. Раздача садака, как отметили местные власти, будет проводиться в течение всего месяца Рамадан. Жаридат Халухоева, Марбек Миржоев, Новости 24. Ежегодно 22 мая отмечается Международный день биологического разнообразия. Он был учрежден 17 лет назад Генеральной Ассамблеей ООН в связи с сокращением большого многообразия жизни на планете. Главная задача этого дня – обратить внимание общественности на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны.
Всемирный союз охраны природы выделил 7 факторов потери биологического разнообразия, основными из которых являются загрязнение окружающей среды и безрассудное использование человеческих ресурсов. Одним из способов борьбы за сохранение и разнообразие жизни на нашей планете является охрана редких и исчезающих видов животных и растений, а также бережное отношение к природе. О том, как выходил народ из тьмы. Эти слова из романа Идриса Базоркина «Из тьмы веков» как нельзя лучше характеризуют тот путь, по которому прошли ингуши, выходя из вековой темноты к свету. Как писал Базоркин, народ хоть и маленький, но он, не переставая столетия за столетием, упорно боролся за жизнь. И сегодня, смотря на динамично развивающуюся республику, можно смело сказать, что ингуши выиграли свой бой с историей. Сегодня роман отмечает свой 50-летний юбилей. Индира Манкиева расскажет о том, какое место эта книга заняла в истории становления Ингушетии. От сотворения мира в хаосе поднявшиеся к небу, дремучие леса, кипящие потоки шумных рек, луга, охваченные радугой цветения и ароматом трав, и гордый человек, готовый умереть за дружбу, честь, свободу. Этот роман писал не я, а сам народ. Тысячи ингушей рассказывали о тех или иных событиях моей эпохи, а я записывал. Посчитал, что всем этим нужно поделиться. Именно так и создавался культовый роман «Из тьмы веков». Аза Базоркина считает, что это не только энциклопедия жизни ингушей, но здесь говорится и о становлении личности всего ингушского народа. Выход поистине этого великого романа произвел тогда настоящий фурор. В тот уже далекий 1968 год. Книга произвела эффект разорвавшейся бомбы. Куда бы ты ни пришел, на свадьбу ли, на похороны, просто в гости, везде и всюду говорили только об этом романе. Даже на рынок, магазин, на учебу в институт, на работу. Всюду была вот одна и та же тема, а вы слышали, а вы знаете, вышел вот такой-то роман Идриса Базоркина. Роман, повествующий о правде и лжи, с которыми столкнулись наши предки. В то же время автор передает всю стойкость, смелость, мудрость и веру народа в светлое будущее. Идрис Базоркин с большим мастерством описывает природу и особенности жизни и быта. Автор подробно рассказывает о жизни ингушей в XIX веке. И на примере нескольких семей он смог передать характер всего народа. Ты можешь быть довольна? Судьба Чуборзов устроена со всех сторон. Да-да-да, это мой самый счастливый день в жизни. Главный герой Калой признан читателями одним из лучших в художественной литературе краеведения. И неудивительно, ведь он вобрал в себя все лучшие качества истинного джигита. А один из любимых персонажей даже самого автора, отец Калоя, Турс. История его жизни впечатлила многих читателей. Примечательно, что имя Турс в жизни самого Идриса Базоркина, как выяснилось, имело особое значение, ведь так зовут одного из его сыновей. Одно главное слово, которое может охарактеризовать вообще весь спектр ощущений и всего, что связано с этим, это ответственность. Задумывая эту книгу, зная, что это будет персонаж вот с таким характером и такой-то будет он роль играть, он ему, соответственно, и имя присвоил то, которое ему именно, видимо, больше всего нравилось. Поэтому, конечно, приятно. Известного во всем мире ингушского писателя, драматурга Идриса Базоркина строго воспитал отец. Базоркин помимо литературы занимался политикой и общественной деятельностью. Но каждый раз, говоря о деле жизни, признавался, что в душе он литератор. Ему по душе писать и читать. Писателем мы знаем, каким он был. Но он не меньше, если не в большей степени, был общественным деятелем. Нам известно, как он ратовал за свой народ, что он делал во имя спокойной и хорошей жизни этого народа.
Роман «Из тьмы веков» сегодня издается на различных языках мира и в неограниченных тиражах. Еще в то время, когда первое издание насчитывало 50 тысяч экземпляров книг, она стала бестселлером, и желание ее прочесть приводило даже к тому, что многие крали друг у друга книги, что было тогда просто удивительно. От обычаев ни чин, ни деньги, ни время не спасут. К 50-летнему юбилею со дня выпуска первого издания «Из тьмы веков» в этом году культовый роман увековечен в 4-метровой скульптовой композиции. Это еще одна возможность отдать дань памяти и уважения истории нашего народа и тем, кто передает ее поколениям. Полувековой юбилей – это только начало для романа такого уровня, который уже завоевал сердца читателей во всех уголках мира. Благодаря этой книге об истории ингушского народа знали во всем мире. И уходим вместе мы, идущим вслед, оставив эту повесть о том, как выходил народ из тьмы. Идира Манкива, Майрбек Миржоев. Новости 24. Гастроли ингушской творческой делегации в Италии завершились. Накануне состоялся финальный концерт ингушской группы в рамках 3-го фестиваля российского искусства «Летний сад искусств». Он собрал тысячи зрителей, гостей и жителей Италии. Ансамбль народного танца «Ингушетия» порадовал зрителей своими яркими выступлениями. Творческий коллектив выступал в городе Бари на площади перед Дворцом экономики, представляя свою лучшую концертную программу. Представили республику вместе со своими коллегами и прославленные вокалисты республики Алаудин Эсмурзиев, Лемон Альгиева, Рагда Ханиева и другие. Артисты также выступали в городе Полиньяно-Амаре. Фестиваль «Летний сад искусств» проходит в рамках официальной программы международного культурного проекта «Русские сезоны». Участие делегаций в мероприятии стало возможным благодаря сотрудничеству с группой стратегического видения России «Исламский мир» и поддержке Юнусбека Евкурова. Русское географическое общество приглашает ингушскую молодежь на стажировку в Сербию. Она пройдет с 1 по 14 июля. В стажировке могут принять участие как члены, так и руководители молодежных клубов Русского географического общества в возрасте от 18 до 35 лет. Прием документов завершится 23 мая. Исследовательские курсы предполагают изучение физико-географических особенностей горного массива Капаоник, максимальная высота восхождения которого составляет 200 метров, и посещение туристических, промышленных и сельхозобъектов. В рамках тематических лекций, тренингов и мастер-классов юноши и девушки встретятся с ведущими специалистами в области географии. Кроме того, для участников подготовлена обширная экскурсионная программа посещения музеев, галерей, исторических и религиозных достопримечательностей в различных городах Сербии. Совсем скоро начнется одно из самых ожидаемых событий в мире спорта – чемпионат мира по футболу. Впервые в истории Мундиаль пройдет в России. Матчи пройдут на 12 стадионах, расположенных в 11 городах страны. О празднике спорта, его участниках, а также предыстории его проведения в России в материале Тамерлана Хамхоева. С 14 июня по 15 июля Россию смело можно будет назвать по-настоящему футбольной державой. Лучшие футболисты в составе своих национальных сборных приедут в нашу страну оспаривать право быть лучшими в мире. 32 команды, 209 участников, 12 стадионов и 11 городов. Нас ожидает по-настоящему яркое зрелище. О том, что Россия станет хозяйкой чемпионата мира в 2018 году, стало известно 8 лет назад. 2 декабря 2010 года в Цюрихе по результатам голосования уже во втором туре наша страна набрала более половины голосов и таким образом завоевала право принимать чемпионат мирового масштаба. Дорогой президент Блаттер, дорогие члены исполкома ФИФА, дорогие друзья, коллеги и все, кто собрался здесь в этом зале. Вы доверили нам честь провести чемпионат мира по футболу в 2018 году. И я могу пообещать, и все мы можем пообещать, что вы об этом никогда не пожалеете. Давайте делать историю вместе. Много воды утекло с тех пор, и много чего произошло в мировом спорте. Неизменным осталось лишь желание нашей страны сделать так, чтобы этот чемпионат всем запомнился надолго. Что касается команд-участников, 7 из 8 чемпионов мира примут участие в турнире. Единственная команда, ранее выигрывавшая первенство и не участвующая в финальной стадии в этом году – сборная Италии. Также впервые будут участвовать сборные Исландии и Панамы.
Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Казань, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. Вот список городов, которые будут принимать чемпионат. Открытие и финал чемпионата пройдут в Москве на стадионе Лужники. Мы все очень надеемся, что наши футболисты отдадут себя игре, отдадут себя без остатка, выступят в полную силу. И главное, покажут волевой, бескомпромиссный футбол, который ценят и любят болельщики. Думаю, что будет правильно, если мы пожелаем успеха нашим игрокам и тренерскому штабу. 28 октября 2014 года в эфире Первого канала была представлена эмблема чемпионата. Бывший министр спорта России Виталий Мутко и президент ФИФА Йозеф Блаттер вместе с лучшим футболистом мира 2006 года Фабио Каннаваро представили символику на суд зрителей. Талисманом турнира в России стал волк по кличке Забивака, ну а гимн чемпионата мира будет исполнен американским певцом Джейсоном Деруло. Привет, любители футбола! Вас приветствуют российские космонавты Международной космической станции Елена Серова и Александр Самокутяев. И я, Максим Сураев. В этой папке находится символ главного футбольного события ближайших 4 лет. Но перед тем, как продемонстрировать его всему миру, хочется сказать, отсюда, с орбиты, мы видим, насколько прекрасна Земля своей целостностью. Сверху не видно границ, но точно так же нет границ для футбола. И любовь к этой игре объединяет людей на всей планете. В групповом этапе команды уже разбиты по турнирным сеткам, группы уже сформированы. Вместе с нашей командой в группе будут играть Египет, Саудовская Аравия и Уругвай. Две команды, набравшие больше очков или вышедшие вперед по дополнительным показателям в случае их равенства, выйдут дальше в плей-офф. 14 июня в 18:00 на стадионе Лужники состоится первый матч чемпионата мира по футболу между командами России и Саудовской Аравии. Нужна только победа. Верим в наших и будем переживать за сборную России. Тамерлан Хунфоев, Новости 24. Ингушские спортсмены примут участие в международном турнире по плаванию среди инвалидов по слуху. Соревнования пройдут в бассейне «Нептун» и соберут команды из Волгодонска, Ингушетии, Ростова-на-Дону, Донецкой Народной Республики и Луганска. Наш регион на этих соревнованиях представит 9 спортсменов. Участие ингушских пловцов в международном турнире стало возможным благодаря поддержке Минспорта России, регионального отделения Федерации спорта слепых и Минспорта Ингушетии. Выдача сопроводительных документов на продукцию животного происхождения будет осуществляться исключительно в электронной форме. На смену бумажной идет информационная система «Меркурий». Это новшество вступает в силу с 1 июля. Сотрудники Россельхознадзора провели рейд в Назране, проверяли продукцию животного происхождения, а также оповещали водителей о новой системе. Подробнее у Ирины Тичоевой. Часто предприниматели открывают свое дело, не имея на это соответствующих документов. С недавних пор вместо бумажной системы вступила в силу новая, электронная, которая упрощает деятельность самих торговцев и контролирующих лиц. Согласно приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации номер 589 от 27 декабря 2016 года на всей территории Российской Федерации введена система электронной ветеринарной сертификации. Что это означает? Выдаваться, оформляться ветеринарно-сопроводительные документы будут только исключительно в электронной форме. Бумажные носители уходят в прошлое. Сопроводительные документы будут оформляться через информационную систему «Меркурий», оператором которой является Россельхознадзор. Специалисты на месте объясняют перевозчикам, что из себя представляет новая система. Что везем? Молочку? Да. Вся животноводческая продукция, это далее мясо, молоко, рыба по закону подлежит контролю. На ветеринарных станциях выдают сертификаты, подтверждающие ее качество, чтобы невозможно было подделать документы. Специально разработали электронную систему «Меркурий». Сюда вносят все данные о товаре. Для того, чтобы перевозить продукцию животного происхождения, что молочную продукцию, мясную продукцию, вы должны быть зарегистрированы в Федеральной государственной информационной системе «Меркурий». И вам выдаются документы сопроводительные только в электронном виде. После регистрации предприниматель видит всю документацию в интернете. Пользоваться информационной системой «Меркурий» можно бесплатно. Это еще один плюс. Индивидуальные предприниматели могут подать заявку для регистрации на портале в электронной форме. Для того, чтобы зарегистрироваться в Федеральной государственной информационной системе, заинтересованным лицам необходимо предоставить свои учредительные документы в оригинале, паспорт,
там электронную почту. Для этого надо обратиться в управление Федеральной службы Россельхознадзор по Республике Ингушетия. У предпринимателей есть еще время до 1 июля, но если после этой даты они не перейдут на новую систему, то уже будут составляться материалы об административных правонарушениях. Следовательно, они не смогут перевозить и реализовывать свой товар. Лина Сычуева, Лариса Аздоева, Магомед Дидигов, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.